май около 300 трудовых коллективов республики вышли на главную улицу столицы. Более 30 лет труда с опасными грузами. Как справляется с работой докер-механизатор. Новый тренд – выгода или удобство. Якутяне пересаживаются на электромобили. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Миллионы россиян в среду вышли на демонстрации по случаю Дня весны и труда. Участники акции выступали за достойные зарплаты и доступное жилье и против роста цен и тарифов. В МВД России уточнили, что в мероприятиях, приуроченных к празднику, приняли участие более 2,5 миллионов человек. В Москве первомайская демонстрация, по данным полиции, собрала более 100 тысяч человек. Они прошли по Красной площади под лозунгом «За справедливую экономику в интересах человека труда». Также звучали лозунги «Мир, труд, май», «За право трудящихся на труд», «Безопасный труд, закон для работодателей», «Школе заботу государства». А в Якутии в первомайских шествиях приняли участие более 110 тысяч человек. Под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда» на главную улицу столицы республики вышли более 300 трудовых коллективов. В этом году первомайскую колонну возглавили школьники Якутска. Далее флагоносцы пронесли флаги Российской Федерации Республики Саха-Якутия и города Якутска. За ними на главную площадь вступили колонны года консолидации в республике и года театра в стране. Участников праздничной демонстрации приветствовал глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что благодаря трудолюбию якутян регион развивается. Тем временем МЧС призвала россиян соблюдать меры безопасности на отдыхе в майские праздники. Практика показывает, что в выходные и праздничные дни количество пожаров возрастает. Связано это со злоупотреблением спиртным и утратой бдительности во время длительного отдыха. В весенний период осложнения пожарной обстановки провоцируют, как правило, садово-огородные работы, благоустройство придомовых территорий, выезды на пикники и прогулки на природе. В МЧС настоятельно рекомендуют выезжающим на дачу и природу россиянам всерьез озаботиться изучением правил пожарной безопасности. Разводить костер можно только на расстоянии не ближе 50 метров до любых зданий и строений. Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а в случае ущерба от пожара – уголовная. 1 мая 2019 года после тяжелой болезни на 68-м году ушла из жизни Наталья Ивановна Шестакова, редактор отдела по работе с архивными видеоматериалами службы планирования, программирования и выпуска программы дирекции. Лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия в области журналистики, отличник телевидения и радиовещания Республики Саха-Якутия. На Гостелерадио Наталья Ивановна пришла в 1962 году в детскую редакцию. И с тех пор вся ее жизнь связана с журналистикой. Юный корреспондент, внештатный корреспондент, а с 1973 года редактор информационной редакции радио и телевидения. Долгие годы руководила информационной программой «Якутия». За это время было открыто много новых рубрик и циклов. Создана итоговая информационная программа «Якутия. День за днем» и много других, которые отличались глубиной освещения насущных проблем республики. Коллектив НВК «Саха» выражает глубокое соболезнование ее детям, внукам, родным и близким. Наступил наиболее активный период купли-продажи автомобилей в республике. Оказалось, что на авторынке новый тренд. Якутяне начинают искать альтернативу транспорту с горючими видами топлива. О том, как сэкономить на содержании авто и что автовладельцы предпочитают приобретать сейчас, с экспертами побеседовал наш корреспондент Руслан Варламов. Вот это электромотор, вот это бензиновый мотор. Мотор обыкновенный, Алион, премия, 1.8, ЗРовский мотор. На всех Тойотах на 1.8 стоит именно этот двигатель. Это вот и есть электродвигатель. То есть гибридная установка. Электромотор, ну и как бы все вместе, сочетание, это получается гибрид. Электро и бензин. Сама батарея основная, которая накапливает в себе ток, находится за сиденьем пассажирским задним рядом. Конечно, максимум 3 литра, не больше. И экономично, чтобы было.
Филдер, Алион, Премия. Сейчас Приусы в Приморье больше берут. Ну, масла менять не надо, бензином заправлять не надо. Единственное, что зарядка у него 6-8 часов, ну то есть на день эксплуатации автомобиля вполне достаточно. По словам продавцов авторынка, этой весной интерес покупателей сместился на марки с гибридным электродвигателем. Наибольший спрос сохраняется за малолитражными автомобилями. Главное их преимущество в компактности и высокой маневренности. Допустим, Nissan Leaf среди электрокаров преобладает, он полностью электрический. Уже вот в последние месяцы чаще всего клиенты спрашивают эту машину, потому что учитывают рост бензина. Потом, допустим, Nissan Leaf, он бывает двух видов, либо 24 Вт, либо 32 Вт. И хватает пробега, допустим, одного заряда хватает на 80-100 километров. И если вот в месячном выражении посмотреть, да, 100 километров – это 50 рублей, если в пересчете на электричество. То есть есть такие люди, которые уже готовы экспериментировать и хотят пересесть на такую машину. Для сравнения, эти же 100 километров на автомобиле со средним объемом двигателя 1.8 обойдутся примерно в 550 рублей. А если у вас двигатель гибридный, то немногим более 200 рублей. В одной семье в данное время по 2 автомобиля. И, как правило, в данное время покупают в основном автомобили в кредит. За наличный расчет берут, но это очень крайне мало. И, как правило, малолитражки покупают больше на зимний период, так как большие объемы содержать достаточно накладно. Именно поэтому все больше людей переходят на гибридные авто. У них расход топлива меньше на 50%, чем у машин традиционной схемы. Батареи могут зарядиться от бензинового мотора, это позволит сэкономить большой запас хода. Однако переходить полностью на электромобили якутяне пока не спешат. Сказывается не только отсутствие специальной инфраструктуры. Многие автолюбители просто не привыкли к новому транспорту и еще не знают, как поведет себя электромобиль в наших зимних условиях. Руслан Варламов, Семен Семенов, Якутск. Докер-механизатор – многофункциональный специалист, незаменимое звено комплексных бригад Ленского отделения управления материально-техническим снабжением компании «Алроса». Радий Васильев более 30 лет трудится на родном предприятии, ежедневно работая с опасными грузами. Продолжит Анна Кожевникова. Под грифом «секретно» и никак иначе показать масштабно работу этого специалиста не представляется возможным. Радий Васильев уже почти 30 лет трудится на этом стратегическом объекте. Ленское отделение ОМТС, бывший Ленснаб. Он поступил на работу в 1989 году. 2 навигации управлял автобусом, но профессия докера-механизатора ему приглянулась больше. Наша работа романтичная. В навигационный период мы каждый день встречаем закат, восход солнца. У нас тут вообще красиво насчет этого. Несмотря на отвлекающие пейзажи, свои объемы бригада выполняет. И во многом благодаря слаженной и правильно организованной работе. Тут без взаимозаменяемости не обойтись. Докер-механизатор – это многофункциональный специалист. Радий Васильев может выполнять работу как стропольщика, так и автокрановщика на любом погрузочном механизме. За 30 лет работы Радия Васильева изменилась только техника, а принцип остался тот же. Разгрузка, складирование, растарка, погрузка. В навигации бригады работают 2 смены. У нас в комплексной бригаде 8 человек докер-механизаторов. Все в основном грамотные, образованные люди, имеющие очень большой опыт работы, которые работают здесь уже в данном предприятии по 15, 20, 25 лет. Хорошие взаимоотношения в бригаде – залог успешной работы. И в этом заслуга бригадира. С Радием Васильевичем я работаю 15 лет и знаю его как очень ответственного парня, профессионала своего дела, очень скромный. И вы знаете, вот за все время работы с ним я не помню такого случая, чтобы где-то он допустил оплошность по работе своей. Каждый специалист в бригаде – важное звено. От того, как он выполнит свою работу, зависит общий результат. Радий Васильев – один из тех, на ком держится предприятие. Можно сказать, ветеран нашего предприятия. Зарекомендовал себя очень хорошо, пользуется авторитетом в бригаде. Люди ему доверяют, обращаются за советом, то есть помогает молодым и так далее. Мы его очень ценим, поэтому бережем такие кадры.
От темпа и правильной организации процесса работы квалифицированного докера-механизатора зависит своевременная поставка груза на многочисленные объекты акционерной компании «Алроса». Ради Васильев уже несколько десятков лет вносит свою весомую толику, чтобы компания с мировым именем оставалась лидером среди алмазодобывающей промышленности. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. А жительница Алдана трудится на благо здоровья жителей вот уже более 30 лет. Один день из жизни героя нашего времени в материале Татьяны Вахниной. Прививочный день – вторник. Впрочем, и в остальные дни недели маленькие пациенты в прививочном кабинете есть всегда. От скольких болезней, как проходящих, так и неизлечимых, спасла детишек Наталья Чистякова, не сосчитать. Наталья – медсестра прививочного кабинета детской поликлиники. И вакцина-профилактика – это одно из направлений в детской поликлинике в нашей, и вообще в республике и в России. Зря, конечно, родители очень отказываются, много. Сейчас информации столько, и родители выбирают или да, или нет. Но мы, в принципе, в пользу прививок. О профилактике Наталья Геннадьевна знает все. Умеет она и найти контакт с маленькими пациентами. Медсестру детишки не боятся. А вот со страхами взрослых бороться сложнее. Недоверие к вакцинам все еще сильно. И с мамами Наталья Геннадьевна порой беседует подолгу. Сами же едете в отпуск. Все детские инфекции передаются воздушно-капельным путем. В общем-то, защита практически на 99,9%. Детской поликлинике Наталья Геннадьевна отдала 30 лет и 3 года. В медицину, признается медсестра, пошла, как тогда думалось, случайно и лишь позже поняла, что ничего случайного в жизни не происходит. Сестринское дело для нее стало призванием. Давным-давно я хотела быть инженером в строительстве. Но так как был бюджет не очень большой, мама говорит, давай начнем с Алданского медучилища. Поэтому закончила медучилище. Нужна была дневная работа, и я пришла, и так и осталась в процедурном кабинете. Поэтому, в общем-то, никуда не двигалась. Книжные премудрости сестринских дисциплин можно освоить. Затем многое приходит с опытом. Однако медицинской сестрой нужно родиться. Это, прежде всего, характер. Вот они у нас такие очень девочки тактичные, внимательные, доброжелательные. Стараются найти общий контакт с родителями. Сейчас родители все очень сложные. Сегодня Наталья Геннадьевна Чистякова знает точно свой прививочный кабинет, вакцины и пациентов. Она не променяла бы ни на какую иную сферу. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.